Протестного запала меньше, больше содержательного. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле этот баркэмп может оказаться интереснее даже, чем прошлогодний. Может быть, нам даже не нужно привозить никаких там этих хедлайнеров извне, потому что очень интересные выступления намечаются изнутри. Прямой протест показал, так сказать, свою неэффективность. Да? Видимо, так сказать, просто, так сказать, численной массы нету для этого протеста. Я очень много в своей жизни занимался тем, что так сказать, преодолевал сопротивление государства. И моя неэффективность меня очень утомила. Вот, значит, это утомительно, это когда ты видишь свой потенциал, когда ты понимаешь, сколь много ты можешь сделать, но ты постоянно, так сказать, преодолеваешь некое сопротивление, неэффективность очень многих людей, которые, так сказать, в гражданском обществе находятся, да, она пагубна для страны. Она пагубна для страны. И вот это надо преодолеть, на самом деле. Вот те перемены, которые я считаю, так сказать, нужными, назревшими, они не родятся из протеста улиц, то есть они не родятся извне. Так сказать. У нас все делается, так сказать, благодаря некому расколу в элитах. Вот. И поэтому, чем активнее, значит, будут всасываться новые элиты, значит, тем ближе этот самый раскол, как бы, да, и тем менее болезненно на самом деле он произойдет. Неправильно говорить про оппозицию. Вот. Ее, в общем, нет и не было. В какой-то момент вроде бы выстраивалась какая-то система, так сказать, там коммунисты, значит, Единая Россия, да, но и это тоже не сработало. Вот вся эта политическая жизнь, она переживет какую-то стадию полного переформатирования, вот полного, да, вот, это полный резет, полный, как бы, вот перезагрузка. Сегодняшний аппарат, он эффективнее, так сказать, того, что было, значит, до того. Политика того, что мы называем «желтым домом», да, она последовательна. Да, она, так сказать, она последовательна, и, в общем, сегодня, так сказать, там нужно иметь очень сильный какой-то оптический прибор, чтобы найти там какие-то разные течения там в «желтом доме». Вот. Я сам был советником Спиридонова и прекрасно, так сказать, видел там, да, что, так сказать, вот, что такое там группировка Каракчиева, условно говоря, да, и особенно неэффективность этой системы была видна во время выборов, конечно. Вот, собственно, поэтому выборы и были проиграны Торопов. Спиридонов, он просто перестал доверять кому бы то ни было, на самом деле, так сказать, в какой-то момент. И, конечно, ничего подобного нету. Сегодня, значит, можно говорить о наличии команды, это очевидно. Значит, но у сегодняшней власти есть один серьезный недостаток. Причем этот недостаток, я говорю, он продолжение достоинства. Да? Значит, сегодняшняя власть, она как бы не вполне репрезентативна. Вот, люди, которые в ней присутствуют, мало связаны с разными, так сказать, слоями там, элит в республике, которые, так сказать, в республике есть. И это, так сказать, определяет, конечно, определенную, так сказать, дает определенную слабость, значит, и это на самом деле подогревает некие, так сказать, протестные отношения, да. Вот, опять же, так сказать, имея опыт там вот разных регионов, я вижу, да, значит, регионы, где, скажем так, элиты, они, значит, высшие региональные элиты, они очень репрезентативные, да. Например, там Калининград, условно говоря, да. Там совершенно понятно, так сказать, что вот этот вот человек из этих слоев, там вот этот человек из этих слоев, вот этот человек из этих слоев. Значит, у нас даже если, так сказать, можно говорить о том, что, так сказать, там этот человек, он оттуда, значит, да, то он, его, так сказать, корни жестко обрываются. Если говорить о Республике Коми, на такой общероссийской панораме, да, то тут все, так сказать, неплохо, да, смотрится. Потому что, опять-таки, я вижу в разных регионах, насколько там Архангельск, так сказать, который выглядит, так сказать, как после бомбардировки, как будто там вот еще немцы совсем недавно ушли. Вот, причем очень интересно, значит, там у них, значит, там не улица, а проспекты. Значит, вот проспект такой-то, проспект такой-то. Так вот, по этому проспекту идти нельзя. Не то, что ехать, идти. Ничего подобного, конечно, там в Сыктывкаре, допустим, так сказать, нету.
Ну, в Ухте точно нету, значит, похуже в Печоре. Вот. Ну, про Воркуту не могу ничего сказать, там не был. Вот, значит, вот недавно был в Инте, так сказать, там чувствуется, что после долгой такой спячки город чуть-чуть зашевелился, газовики пришли, там, и что-то такое там движется. Выборные системы, да, вот, ну, она очевидным образом должна быть переформатирована, потому что понятно, что этой сферой управляли там, ну, чрезвычайно искусные люди, вот, чрезвычайно искусные, да, у меня есть такая хорошая поговорка, которой я пользуюсь, да, чем круче джип, тем дальше бежать за трактором, да. Вот, то есть вот они загнали, так сказать, состояние нашей избирательной системы, так сказать, вот так далеко в непролазную, так сказать, там глушь, что вот за трактором придется там просто, так сказать, лететь на вертолете. Я как предприниматель, да, так сказать, я плохо отношусь ко всему, что не является бизнес-проектом, на самом деле. Вот, просто это не, значит, если это не бизнес-проект, значит, это проект, который умрет, да, то есть вот так вот. Вот. Я часто не нахожу, так сказать, общий язык с моими друзьями-общественниками, так сказать, да, они, так сказать, не совсем это понимают. Вот, значит, это, конечно же, так сказать, бизнес-проект в том смысле, так сказать, что он должен себя кормить. В том смысле, так сказать, что он должен быть правильно организован, так сказать, с точки зрения бизнеса, вот, значит, и с точки зрения менеджмента. Но это не тот проект, который, так сказать, даст дивиденды там, непосредственно, так сказать, его там, учредителям. Вот, то есть, ну, скажем так, даст денежные дивиденды, так сказать, там, формирующиеся из финансовых потоков там, самого журнала. Вот так вот. Вот. Некие дивиденды, так сказать, естественно, так сказать, любые учредители, так сказать, на некие дивиденды рассчитывают. Все-таки вот в военкоме как бы мы в разных нишах. Да? Я специально, так сказать, искал такую нишу, которая, так сказать, в которой у меня почти нет конкуренции. Это ниша межрегионального такого СМИ, как бы провинциальной России. Вот, поэтому, ну, допустим, так сказать, там, ну, подожмут, так сказать, в Коме там, да, или еще где-то, так сказать, ну, разовьемся в Мариэл, да, вот, то есть возможности у этого проекта, они большие. У нас есть, так сказать, контрольные цифры, 30 регионов, вот, значит, причем мы себя позиционируем как сайт горизонтальной России, то есть сайт, который не заходит в регионы, где есть крупные города, там какую-нибудь Нижегородскую область, там, или Екатеринбург, там я уже не говорю про Москву и Питер. Вот. Почему? Потому что очевидно, так сказать, что сегодня информационную повестку страны, так сказать, ну, вот диктует, если не Москва с Питером, то вот еще, так сказать, там 10 городов. Да? Вот их мы как раз и обойдем. Вот. Ну, кроме того, так сказать, мы отсечем юг, потому что это тоже совершенно отдельная тематика, там, да, там тоже, так сказать, своя информационная повестка. Вот, наши партнеры, так сказать, из Кавказского узла, так сказать, я считаю, блестяще, так сказать, покрывают вот всю эту тематику. Да? Вот если отрезать вот это, тут получится где-то там 30 регионов, ну, может быть, больше, так сказать, ну, вот так вот, которые, так сказать, дадут картину провинциальной России. А картина провинциальной России – это вещь востребованная. У нас же две колонки, как бы, да, новости и блоги. Вот, значит, я могу, единственное, так сказать, что я могу сделать, это рассказать главному редактору о своем видении приоритетов того, так сказать, что вытаскивать из блогов в колонку мнений. Да? Не более того, так сказать. Но и то, это видение, оно не политического свойства. Его лично я оцениваю достаточно высоко. И, значит, очевидно, что это человек, который, так сказать, привык то, что он делать хорошо. Гайзер не хочет заниматься политикой, ему это неприятно. Вот. И это видно, это чувствуется. Значит, и это, конечно, порождает какие-то проблемы. Вот, значит, ну, опять-таки, так сказать, вот потому что он человек, так сказать, несомненных, так сказать, всяческих достоинств, так сказать, интеллектуальных там, и других, он старается, так сказать, то, что он делает хорошо.
Вот. И, значит, на самом деле он показывает какие-то вот, он, так сказать, вот в силу своих, так сказать, личных индивидуальных качеств, да, он показывает как раз, так сказать, некую, так сказать, вот ущербность самой системы, да. До какой степени вообще, так сказать, вот такая система, руководимая очень способным человеком, так сказать, может вообще работать хорошо. Вот. А до какой степени дальше уже, так сказать, просто вот не может потому по системным причинам. В республике, так сказать, ну, выиграет Гайзер, потому что, так сказать, ну, по многим причинам, так сказать, да, потому что, вот, в частности, потому что я сказал, что Гайзер сегодня показывает, так сказать, да, что в этой системе, так сказать, да, там, чрезвычайно, так сказать, способный и добросовестный человек, так сказать, да, вот может делать вот то-то и то-то, да. Вот, значит, вот он это показывает. Ну, значит, вот он берет, так сказать, там, 97%, так сказать, того, что можно сделать. Алексей Чернов создает, я знаю, что, так сказать, это, мы на этот счет там спорим с рядом моих друзей, вот, но, на мой взгляд, он, так сказать, придает нынешней власти, так сказать, ну, вот ее какую-то интеллектуальную наполненность. Вот. Алексей Чернов интеллектуал во власти. Это, так сказать, само по себе много. Вот. Ну, для меня лично, так сказать, это, так сказать, как некая определяющая вообще вещь. Любая власть, ну, так сказать, достаточно плоха, вот, значит, и единственное, так сказать, что делает ее, так сказать, менее плохой, так сказать, это ее интеллектуальность. Вот, значит, ну, со мной, так сказать, многие не согласны. Так сказать, считают, так сказать, что это так, интеллект, который, так сказать, используется во зло. Я так не считаю. Я считаю, так сказать, что ну, в данном случае, так сказать, вот, интеллектуальные, скажем так, нивелируют разрушительные моменты. Вот. И значит, следствием интеллектуальности является высокий уровень договороспособности. Вот. И это очевидное достоинство нашей власти. Как бы, и Алексей Чернов носитель вот этого достоинства, так сказать, которое, так сказать, ну, вот, которое важно, на мой взгляд. Вот, значит, на самом деле, так сказать, вот, одна из задач, которую я сейчас для себя, так сказать, поставил, вывести из состояния вот этого лобового столкновения с властью, так сказать, КПК «Мемориал». КПК «Мемориал» потенциально очень эффективная система, очень. Значит, там есть много содержательных людей. Вот, значит, но, так сказать, в силу там каких-то причин, значит, он вошел, так сказать, в лобовое столкновение с властью. Неэффективно. И, так сказать, тем самым, так сказать, там, обрушил свою эффективность там, до, там, не знаю, с 30 до 5%. Там, да? Вот, значит, я вижу, так сказать, я вошел в правление впервые, я не был в правлении «Мемориала», я вошел в этот раз в правление, и я вижу задачи вывести КПК, так сказать, из состояния лобового столкновения. Мне очень хочется быть эффективным, вот я тоже об этом говорил. Потому что вот у меня иногда, так сказать, там бушует, так сказать, там внутри, так сказать, там просто, так сказать, там пепел класса бьется, так сказать, об сердце, и мне хочется, так сказать, там, я не знаю чего, вот, но неэффективность вот лобового противостояния, она настолько, так сказать, ну вот настолько меня, так сказать, ну вот демотивирует, да, что, значит, и я вижу, так сказать, сколько всяких вещей я могу сделать, так сказать, выйдя из состояния противостояния вот этого вот, да, из этой вот, значит, что я, так сказать, всегда, ну, где-то вот, так сказать, ищу каких-то компромиссов, да. Да, я всегда был готов, на самом деле, инкорпорироваться во власть, так сказать, там, при, так сказать, каких-то соблюдении каких-то принципов. Я, в общем, так сказать, к Спиридонову пошел, вот. Я, так сказать, для себя это никогда не исключал, вот, потому что, ну, таков масштаб моих амбиций, и, так сказать, и мне это интересно, да. Нынешняя общественная палата, она в каком-то смысле, так сказать, повторяет, можно сказать, вот то, что я говорил про предыдущие периоды власти, значит, общественная палата так, повторяет, так сказать, вот эти вот, так сказать, стадии развития, да. Значит, первая общественная палата была, там было много ярких людей, вот, значит, но, значит, там были какие-то группировки, она была бессистемной. Вот, она фактически, так сказать, не имела руководства, вот, потому что, ну,
как-то, так сказать, не получалось и управлять там, да, у номинальных руководителей. Вот. Там порой было интересно, так сказать, было интересно в конкретных комиссиях. Вот. Там, где, кстати, там именно, где было очень жесткое, очень четкое руководство. Так сказать, в частности, в комиссии Алексея Николаевича Томова. Вот, работать было интересно. Вот, и состав был фантастический, как бы просто. Вот, значит, в одну телегу впрячь можно, там, меня, Валерия Веселова, Павла Марущака, там, да, вот, то есть впрягли, там, да, и получилось, так сказать, получилось, да, там, было временами, так сказать, там, когда, значит, мы там вызывали на ковер прокуроров, там, и они истекали кровью там, в прямом и переносном смысле перед нами. Вот. Это было, так сказать, наверное, так сказать, в этом что-то было. Вот. Значит, сейчас такого нету, но сейчас палата системнее, вот, и покрывает, конечно, больший круг вопросов. Я говорю, так сказать, это вот, скажем так, это то, что сейчас, так сказать, вот свойственно, собственно, власти. Палата и власть очень инструментальны на сегодня. Вот. И, так сказать, и власть видит в палате инструмент, вот, а так как власть такая, так сказать, очень, скажем так, очень прагматичная, там, да, так сказать, то если есть инструмент, то он должен быть вот, в хорошем состоянии. Вот так вот. Вот примерно так вот сегодня палата. Такой инструмент в хорошем состоянии. Это, конечно, придаток власти, как бы, но я еще раз говорю, что как бы, вот, сегодня, так сказать, вот в рамках, так сказать, того, чем является палата, так сказать, да, она эффективна, так сказать, как, поскольку власть инструментальна, так сказать, и поскольку власть хочет, так сказать, эффективности в той мере, в которой вообще, так сказать, эта власть может быть эффективна, она, так сказать, и палату делает, так сказать, тоже эффективной. Как бы, да, так сказать, там, и по своей шкале она там, так сказать, там эффективна на эти свои там 90 с чем-то %. Статусность, так сказать, вот, членства в палате, конечно, выросла, так сказать, очень сильно. Вот. Причем в этом смысле, так сказать, республика, там, видимо, одна из лидеров вообще, потому что мало где, так сказать, там статус члена палаты так высок, как в республике. Я, честно говоря, не знаю даже где. Если взять последние, скажем, 3 года, то я побывал, наверное, в 30-40 регионах. То есть, так, наверное, до половины страны фактически как бы объездил. И тут был выставлен некий рейтинг, по которому Сыктывкар вошел в 100, да. Я даже, так сказать, допустил для себя, что он может войти где-то даже и в 50 лучших городов страны. Вот. С другой стороны, на мой взгляд, потенциал Сыктывкара, да, он еще выше. Потому что вот такой вот достаточно уютный и компактный город, такой, так сказать, финансово самодостаточный город, и с таким потенциалом гражданского общества, который у нас есть, да, он мог бы быть абсолютно благоустроенным, он мог бы выглядеть очень по-европейски. Этого, к сожалению, нету. И я думаю, что здесь просто надо сильнее, активнее задействовать этот потенциал гражданского общества для того, чтобы этот город преображался. Честно, вот это одна из вещей, так сказать, которая, почему, так сказать, чем я хочу заниматься и почему, так сказать, я не хочу для себя там каких-то лобовых столкновений, да, потому что, так сказать, вот такие столкновения не дадут мне этим заниматься. Вот. У меня много всяких мыслей на этот счет. Вот, и я давно хотел бы их реализовать. Сейчас уровень, скажем так, харизматичности, он обратно пропорционален, так сказать, уровню эффективности. Вот. И один из самых нехаризматичных мэров, из которых я знал, вот, был самый лучший, на мой взгляд, так сказать, да, это вот Олег Казарцев. Вот, в Ухте. Совершенно не харизматичный человек, как бы, но прекрасный мэр, так сказать, который, так сказать, вот в таком сложном городе, как Ухта, находил там точки равновесия, и город, надо сказать, выглядел прекрасно вообще при нем. Вот, поэтому, я не думаю, что это правильно. Вот, я думаю, что харизматичные мэры нужны. Во всяком случае, в проблемных городах
проблемные города должны точно вытаскиваться харизматиками. Вот, поэтому не случайно, что там Воркута, так сказать, там, да, которая была гигантской проблемой всегда, вот, там был такой, когда, значит, почти каждый раз, когда я общаюсь там с Борисом Немцовым, вот, значит, он вспоминает, значит, Шпектора с ужасом таким полумистическим. И говорит, да, вот, я ему напоминаю, значит, тем, что я из Республики Коми, напоминаю Шпектора, так сказать, который проламывался там к нему в кабинет, а он же был вице-премьером правительства. Ну, то есть это человек, который, так сказать, там, не знал никаких преград и шел на пролом. Там, да, и добивался своего, вот добивался. Вот, поразительно, так сказать, да, там, и такие вот проблемные города, наверное, так сказать, должны управляться вот такими вот, так сказать, звездными мэрами. Вот, значит, Сыктывкар с его, так сказать, сильным гражданским обществом, он может управляться, так сказать, очень хорошим, эффективным городским советом. Вот, значит, для этого, так сказать, ну, для этого я говорю, так сказать, вот необходимо то переформатирование, о котором я говорю. На самом деле, так сказать, сильный и умный городской совет в Сыктывкаре, значит, может, вообще, строго говоря, вообще мэра может не быть. На самом деле, как управляется большинство там, небольших там, городов, не знаю, в Америке, допустим, и в Европе. Вот. Мэра может не быть вообще. Вот. Может быть совет, там, и председатель совета, значит, и некий аппарат, который обслуживает. Очень небольшой, на самом деле, по численности аппарат, который обслуживает там, так сказать, вот, нужды, эти самые муниципальные нужды. Вот. Но должен совет состоять из ярких представителей, так сказать, сыктывкарского гражданского общества, а в Сыктывкаре оно есть. И потенциал его, так сказать, может просто преобразить наш город. Это грабли. Это грабли, да, вот, по которым мы с каким-то там необъяснимым упорством мы ходим по этим граблям, получаем по лбу, получаем там этих таксистов, торгующих водкой, там, да, получаем самогон, получаем Трою, там, получаем, там, не знаю, все равно, каждое новое поколение, вот сегодня Катя Соколова, там, да, сидели мы в палате, так сказать, я смотрю на нее, думаю, наверное, она, так сказать, просто молодая и ничего этого не помнит, там, да, ей нужна своя порция граблей. Получай, Катя, что еще тут можно сказать?